За окном апреля это значит, что аграрии Башкортостана приступили к главной битве года – весенне-полевым работам. Прогнозы на урожай, готовность техники и что будет с экспортом на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Обо всем этом мы поговорим сегодня с вице-премьером, министром сельского хозяйства республики Ильшатом Фазрахмановым. Ильшат Ильдусович, здравствуйте. В каких условиях фермеры заходят на поля и как оцениваете готовность к посевной? Здравствуйте. У нас очередной сельскохозяйственный сезон, и каждый год он достаточно разный, имеет свои нюансы. В текущем году, конечно, не обошлось без интересных событий и сюрпризов. Ну, например, мы видим, что уже март-апрель месяц у нас в основном весь снег растаял, и активно наши аграрии приступают в разных климатизованных уже к весенне-полевым работам. Да. Сегодня ведутся работы по подготовке почвы, ну и мы ожидаем, что активно аграрии уже зайдут на весенне-полевые работы в зависимости от погоды, которая нас ждет в мае и в июне месяце. Какие культуры в этом году в приоритете? Сохраняем ли структуру посевных площадей? Мы сегодня закрома даем достаточно большой объем зерновых и крупных культур. Значит, мы видим последние годы увеличение масличных культур. Если в текущем году мы доведем до 700 тысяч гектар, то где-то в ближайшие несколько лет мы ожидаем, что Республика Башкортостан будет сеять не менее 1 миллиона гектар масличных культур, в том числе подсолнечника, рапса и других востребованных культур, которые сегодня можно и нужно продавать нашим аграриям. Потому что то, что сложилось на рынке зерновых культур, это, конечно, не очень комфортно для аграриев там, за 8-10 рублей продавать зерно, которое при себестоимости тратишь ты на него 12-13 рублей и получаешь прямые убытки. Это, конечно, не очень хорошо для сбалансированности и жизнестойкости наших сельхозпредприятий. Касаемо масличных культур, вот сегодня ехали со съемок и в Кармаскалимском районе увидели поле еще не выкошенное подсолнечника. Так и должно быть или он уже пропал? Аграрии сегодня учатся работать с другими культурами, а я говорил вот про масличные культуры, в первую очередь подсолнечник. Увеличивая площади, мы сталкиваемся с поздней уборкой, это раз. Второе, это если мы попадаем под заморозки и снег, это перейдет на следующий год. Вот, например, прямо вдоль трассы Кармаскал до сих пор фермер не убрал свой подсолнечник, и, скорее всего, он ее какую-то часть может убрать, какую-то часть не уберет. То есть это потери. Поэтому нужно быть готовым, что если мы увеличиваем площади подсолнечника, то это должна быть раннеспелые гибриды, это раз. Это диссекация, это используя БПЛА, это ранняя уборка. И поэтому, внедряя новые культуры, новые гибриды, мы должны быть готовы к новым технологиям. Поэтому в прошлом году это небольшой объем остался, где-то около 50 тысяч гектар, но есть регионы, когда остаются по 200-300 тысяч гектар. Это, конечно, недопустимо. А есть какая-то принципиально новая культура, не характерная для Башкортостана, вот на которую сейчас нужно сделать акцент? На сегодняшний день потребность большей части мирового рынка. Почему? Потому что в России сегодня, в нашей республике, в частности, перепроизводство основных видов продукции. Поэтому мы сегодня можем увеличить только те культуры, которые востребованы на рынке. Например, активно пользуется спросом это рапс, это масличный лен, это соя. Это пивоваренный ячмень. Поэтому фермеры должны иметь в своем всеобороте, в своей структуре посевных площадей как раз вот такие называемые альтернативные культуры, которые, возможно, могут через определенный период времени стать основными. Ну, такие же, как в том числе техническая конопля, да, которые, естественно, приносят больше доходов, чем это традиционно зерновые. Как оцениваете готовность сельхозтехники? Насколько обновлен парк? С 2018 года у нас идет активное обновление парка техники. В большей части последние годы мы приобретаем российскую технику, но, к сожалению, она стала достаточно дорогой, хотя на сегодняшней технике достаточно, чтобы закончить посевные работы за 12-14 дней. Но мы понимаем, что ежегодно идет амортизация, и техника, как и все, стареет, поэтому мы в этом году запускаем новую систему. Это создана
так называемая МТК РАЛ Башкортостан. Это машинно-технологическая компания, которая позволит нашим аграриям использовать в найм или заказать услугу по посеву, обработке, уборке, значит, или там диссекации, используя БПЛА, и также получить под ключ услугу вместе с семенами разных видов удобрений. В прошлом году, я помню, вы говорили, что в республике необходимо наращивать дивизионы, создавать, вернее, дивизионы агродронов. И я знаю, что вот поступила новая партия дронов. Как вообще они будут работать на полях у нас? Мы ожидаем, что использование агродронов, это специализированные дроны, которые в себе, в первую очередь, они работают так называемым по точкам автономно, это раз. Второе, они могут быть в воздухе минимум 40 минут и поднимать тоже минимум 50 килограмм. Вот это агродрон, который может работать на полях. Все, что ниже или не соответствует этим требованиям, это менее эффективнее. Такие агродроны, правда, не российского производства, они на рынке появляются. Сегодня мы и компании МТК, и сельхозпредприятия закупают. И мы, конечно, ожидаем, что агродроны станут не просто частью нашей жизни и работы аграриев, но это будет один из эффективных инструментов выращивания сельхозкультуры, естественно, и снижения себестоимости их. Я знаю, что вы не любите делать прогнозы, но все-таки вот на какие цифры по уборочной кампании рассчитываете в этом году? Ожидания, если мы выдержим те площади, которые сегодня есть, минимальные, это 2,2 миллиона тонн зерновых и крупяных культур, которые закрывают наши потребности, чуть 2 миллионов тонн нам необходимо ежегодно. И максимально, естественно, это где-то 4,5-5 миллионов тонн зерна. Понятно, что это в случае использования всех видов и вовремя посеяны семена, удобрения, средства защиты растений, вовремя уборка. А по масличным культурам, наверное, мы ожидаем где-то от минимально 800 тысяч тонн до 1 200 000 – 1 300 000. Да? По сахарной свекле, по технической культуре мы ожидаем где-то от 1 600 000 до 2 100 000. Это как раз вполне достаточно, чтобы загрузить наши перерабатывающие предприятия. Все зависит, естественно, от технологий, от сроков и от погоды, естественно. Ну и я думаю, мы сможем спокойно выйти на экспорт. Вот касаемо внешнеэкономической деятельности, Иран был традиционно покупателем башкирского зерна. Как конфликт на Ближнем Востоке отразился на поставках и на логистике? В целом ассортимент поставляемой продукции из Республики Башкортостан в другие страны, это 30 стран как минимум каждый год, в основном переработанная продукция. Зерновые культуры у нас составляли не более 15-13% в структуре. В прошлом году зерно мы достаточно плохо продавали. У нас сегодня на складах более 1 миллиона тонн зерна лежит прошлого года, который на продажу готовится и распродается не так быстро. В этом году объемы продажи зерна в текущем году прошлого сезона увеличились относительно 2025 года. Зерно, как правило, трейдеры сегодня забирают. В первую очередь это ячмень. Ячмень большей части уже выкупили, а все остальное идет последующим. В Иран мы поставляли не только зерновые культуры, но и подсолнечное масло, рапсовое масло, какую-то часть сухого молока. Поэтому сегодня потребность она есть, и мы видим, что зерновые культуры до уборки, это более, еще раз повторюсь, 1 миллиона тонн нужно продать. А какие страны еще в фокусе экспортного внимания у Башкортостана? У нас одним из потребителей нашей продукции, естественно, является Китай. У нас достаточно хороший объем, я бы даже сказал, весь объем производимого гранулированного сухого жома от сахарного завода тоже продается в Индию, в Китай и как мы говорили, в часть Ирана. Это 30 стран как минимум ежегодно приобретает более 1 миллиона тонн продукции, произведенной на башкирской земле. Недавно, кстати, был бизнес-форум в Турции. Там тоже говорили про одно из направлений Африка. Мы активно сотрудничаем с Африкой? Сегодня со странами Африки выстраивается логистика. Это очень важно, потому что
сырье нужно с поля привезти на хранение, на переработку, потом на хранение, потом нужно там или вагонами, или автомобильным транспортом довести до определенного хаба. Из этого хаба должно перейти в другую страну. Там внутри стран Африки также между собой распределяется. Это достаточно сложный процесс. И сегодня наши компании, наши экспортеры прорабатывают эти вопросы. Пока объемы небольшие, но мы видим достаточно хороший спрос на башкирскую, натуральную, настоящую продукцию как раз из тех стран. Причем они являются платежеспособными. Ну, немножко отклонимся от темы к теме животноводства. Сейчас, вы в одном из недавних выступлений сказали, непростая эпидобстановка. Вот что с вакцинацией и на что следует обратить внимание фермерам? Эпидобстановка очень и очень сложная не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Есть достаточно много, я бы даже сказал, противников животноводства. Это, может, я даже сказал, не очень умные люди сформулировали, что животные вредят планете, и тем самым они хотят уменьшить количество животных и продукты животного происхождения. Поэтому единственным способом защиты наших животных является система вакцинации и соблюдение биобезопасности. С января месяца мы рекомендуем нашим аграриям не передвигать скот, это раз. Второе, не покупать скот с других регионов, из других стран. Если видят наши жители, предприятия, фермеры, что дешево продается скот, однозначно это больное животное. Вакцинацию необходимо до 1 мая завершить полностью, весь спектр, потому что мы ожидаем, что все-таки в конце апреля скот выйдет на пастбище, а пастбище это тоже является одним из источников заражения. Ну и третье, мы предлагаем застраховать свое животное на случай ЧС. Ну и в завершение, что бы вы пожелали нашим фермерам перед стартом страды? Самое главное, конечно, нашим фермерам, которые готовятся с ноября месяца, естественно, обеспечены большая часть наших фермеров, а это на 17,5 миллиардов льготными кредитами на то, чтобы максимально использовали каждый погожий день. Это погодные условия, потому что мы ожидаем, они будут сложные в текущем году. Значит, это раз. Второе, естественно, в структуре посевных площадей использовать в большей части те культуры, которые востребованы на рынке, где можно заработать. И, конечно, с умом подходить к плодородию и сохранению нашей почвы, нашей башкирской земли. Ну и, конечно, надеемся на хороший урожай, ну и, естественно, на комфортные цены для наших фермеров. Спасибо, Ильшат Ильдусович, за то, что нашли время. Ну а я напомню, что в эфире была программа «Интервью», и гостем которой был вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.